Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24». В студии работает Полина Долинская. Третий игровой день на чемпионате мира по хоккею в Риге преподнес сразу несколько сюрпризов. Сборная Казахстана в серии буллитов оказалась сильнее команды Финляндии, белорусы впервые в истории мировых первенств выиграли шведов, а канадцы потерпели второе поражение подряд на турнире. Теперь об этом подробнее. Казахстанские хоккеисты стартовали на турнире с 2 побед по буллитам. В первом матче они обыграли сборную Латвии со счетом 3-2. Победный буллит на счету нападающего ханты-мансийской Югры Евгения Рымарева. Во втором же они оказались сильнее действующих чемпионов мира, обыграв финнов со счетом 2-1. На этот раз победу принес нападающий клуба «Борис» Никита Михайлис. Для сборной Казахстана победа над финнами стала первой в истории. В следующем матче казахстанцам придется встретиться с еще одной сборной фаворитом. 25 мая они сыграют с американцами. В настоящий момент казахстанцы идут на второй строчке в группе «Б», набрав в 2 матчах 4 очка и уступая только немцам, в активе которых 6 очков. Сборная Беларуси начала турнир не так успешно, как казахстанская команда. В первом матче белорусы уступили сборной Словакии со счетом 2-5. Но во второй игре белорусские хоккеисты собрались и с сухим счетом обыграли шведов. Результат встречи – счет 1-0. Победу сборной Беларуси принес точный бросок Германа Нестерова. В следующем матче белорусы встретятся с командой Чехии. Матч состоится 24 мая. Сборная Беларуси набрала 3 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице группы А. Еще одной сенсацией третьего игрового дня чемпионата мира стало второе подряд поражение сборной Канады. Несмотря на то, что на турнир приехал не самый сильный состав, канадская команда всегда считалась фаворитом. В первой игре канадцы проиграли латвийской команде со счетом 0-2, не сумев забросить ни одной шайбы. Во втором матче на турнире в Риге родоначальники хоккея крупно уступили американцам. Результат встречи – счет 1-5. Следующий матч канадской команды проведет 24 мая против сборной Германии, которая лидирует в турнирной таблице группы «Б». Сборные России по синхронному плаванию, прыжкам в воду и плаванию успешно выступили на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Каждая из них была в числе лучших по количеству наград, что предопределило победу россиян в общем медальном зачете турнира. Чемпионат Европы проходил в венгерской столице с 10 по 23 мая. Турнир должен был состояться еще в прошлом, 2020 году, но его проведение было отложено в связи с пандемией. Сначала медали разыграли прыгуны в воду, синхронисты и пловцы на открытой воде. 17 мая начались соревнования в плавательном бассейне. В сводном медальном зачете Россия заняла первое место, имея в активе 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград. Вторыми стали британцы, третьими – итальянцы. Для всех российских команд чемпионат Европы является этапом подготовки к Олимпийским играм в Токио, старт которым будет дан 23 июля. Посол Евро-2020 Дэвид Трезиге доставил Кубок чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербург в минувшие выходные. Главную награду чемпионата прокатили по рекам и каналам города, а также привезли в Мариинский театр, где была показана хореографическая постановка, приуроченная к праздничному событию. В заключительной части программы Кубок представили в парке футбола на Заячьем острове. Считанные дни остались до старта главного события в мире футбола – чемпионата Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. В связи с эпид-обстановкой поболеть за любимые команды на стадионах смогут только 50% зрителей. Среди них будут и иностранные болельщики. Уникальный турнир, уникальный по многим параметрам. Широкой географии, еще и в довольно сложных условиях. И действительно, это наша большая победа, что мы можем пригласить хотя бы половину желающих посмотреть матчи. Не все города могут похвалиться этим. У нас есть полная уверенность, что мы все организуем на высочайшем уровне, что такая же атмосфера, какая сегодня царит на этой площадке, будет царить во всем городе, на стадионе. Приедут прекрасные футболисты. Мы посмотрим настоящий красивый футбол.
Тем временем Милан и Ювентус завоевали право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов по итогам сезона 2020-2021 чемпионата Италии по футболу. В заключительном туре Милан в гостях одержал победу над Аталантой со счетом 2-0, а Ювентус на выезде разгромил Болонью. Милан стал в итоге вторым, набрав 79 очков. Ювентус, имея в активе 78 баллов, финишировал четвертым. Ранее место в Лиге чемпионов на следующий сезон себе обеспечили Интер, досрочно ставший чемпионом Италии, и Аталанта, занявшая в итоге третье место. В групповом этапе Лиги Европы сыграют Наполи и Лацио, занявшие, соответственно, 5 и 6 места. Седьмую строчку в таблице заняла Рома, которая сыграет в квалификации Лиги конференции. Лучшим бомбардиром чемпионата Италии стал форвард Ювентуса Криштиану Роналду, забивший 29 голов. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий в мире спорта на телеканале Якутия-24.